Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Самые юные бойцы. В синем углу у нас Деркизенов Рустам. Ему на тот момент 6 лет. В красном углу Щербаков Глеб. Ему 7 лет. Бойцы уже встречались. Но последний бой был результатом ничьей. Как вы видите, бойцы знают друг друга, поэтому не боятся. Работают отчаянно. Здесь разрешены удары по ногам, в корпус, в голову, удары ногами, руками. Остановил, потому что удары коленями запрещены. Юные бойцы пока им не разрешается бить коленями в корпус. Травма опасна. Практически ребята не подсказывают юным бойцам, чтобы ребята думали сами, привыкали сами уже работать, а не работать так, как им говорят с угла. Ну, видите, Щербаков Глеб качественно работает по корпусу, пытается пробить печень, солнечное сплетение. Рамзан услышал подсказку бить в голову и начинает набирать потихонечку преимущество, очки. Удары в затылок. Сделал замечание за то, что отвернулся боец. Раунд на самом деле очень тяжелый. 3 раунда по 2 минуты выдержит не каждый. Тем более это первый бой. И многие на них смотрят. Родители присутствуют в зале. Это, скажем так, для них экзамен определенный. Ну, видите, в синем углу Тюхтин Максим, помощник. Он тренирует непосредственно ребят этих двух. Раунд закончился. Цветков Николай помогает. Идет оценка судей. После каждого раунда мы записываем, в чью сторону присудили баллы. Озвучиваем, также говорим бойцам после каждого раунда, кто выиграл, кто забрал преимущество в данном раунде. Вот они уже услышали подсказки определенно, уже начинают думать, что делать, как делать. Секунданты каждого угла подсказали, над чем нужно поработать. Но здесь видно, что Щербаков Глеб пытается закидать ударами, а все-таки Рамзан работает таким образом, старается точечными ударами попасть, пробить. Но, к сожалению, пока не получается. Глеб его все раскатывает. Вот, обратите, 3 удара в голову пропустил Глеб, после чего началась небольшая возня. Остановили, чтобы поправить шлем, налез на глаза шлем. Небольшая такая пауза, бойцам как раз восстановиться. Вот, обратите внимание, работает Рамзан у нас в печень. Ну, в силу того, что Глеб старше, он давит на него, но таких уже четких ударов нету. Поэтому все-таки судьи уже, наверное, отдадут победу в синий угол. Победу этого раунда. Вот, обратите внимание, вот он оттягивает противника и бьет. А красный боец все-таки старается его больше спихнуть. Сделано замечание мною, что бил четко, а не толкал, потому что судьи не могут оценить. Вот четкий удар ногой в голову, боковой левый
также в голову и падение. Оп, еще раз. Смотрите, меня как хитро он ударил и сразу вниз. А вот раунд быстро закончился, но он показывает сбоку копчиков Александра преимущество синего угла. 1-1. Ребята поддерживают. Решающий раунд. Братишка сзади у Рустама. Рустам стоит там, Рамзанов подсказывает ему, старший брат младшему, как работать. Вот, видите, четкий удар подбородок, еще раз и падение идет. Ну, падение за счет того, что его просто спихнули, а не ударили. Молодцы ребята, очень хорошо работают для их возраста. Годам к 9 будут показывать очень красивые результативные бои. Решающий раунд. Как вы видите, бой идет интенсивно. Хотя ребята устали, но желание выиграть все же впереди. Возня небольшая, сделал замечание за толчки. Поджимает канатом. Кстати, эти ребята всегда работают в паре на тренировке вместе, то есть они друг друга очень хорошо знают и знают, о, какой силы удар. Вот, обратите внимание, потихонечку Рамзан все ножки накидывает в корпус, тем самым забирает баллы. Пытается пробить печень, брат ему подсказал печень бить. Ага, все в углу подсказывают, он Максим в синем углу подсказывает своему бойцу, как правильно, грамотно поставить бой. Ну, видите, ребята не очень устали, даже демонстрируют свои удары. Потихонечку удар, возня, удар, возня. Потихонечку ребята набирают очки. Делается 5 замечаний, чтобы не отворачивался. У ребят перчаточки восьмерочки, специальные тяжеленькие перчатки, чтобы не травмировать друг друга, не сломать носы. Экипированы они полностью, то есть капа, шлем, паховая раковина, щитки на ноги, перчаточки. Все, чтобы был минимальный травматизм. Ну, видите, уж такая возня началась, потому что ребята устают. Здесь я затрудняюсь, если честно сказать. Такая обоюдная возня была, но преимущество судей. Что скажут у нас судьи? Видите, на повторе захваты небольшие, зацепы, толчки. Вот тут Глеб даже умудрился двумя руками толкнуть. Удар навстречу. Победа присуждается Деркизенову Рамзану по решению судей.